Привет, дорогие друзья! Теперь у нас есть синтезатор Korg PA3X. Начинаем открывать синтезатор. Откручиваем винты сзади и вокруг синтезатора. Откручиваем винты сзади и вокруг синтезатора. Откройте клавиатуру синтезатора и освободите кабели. Почистите синтезатор с помощью щеткой. Кнопка нота до 5 октавы плохо работает. Мы должны видеть, если резина треснула или пыль грязная. Сначала откройте пружину, затем разблокируйте клавиатуру. Осторожно откройте его и откройте клавиатуру один за другим. Почистили от пыли и увидели, что сверху проблем нет. Подключите клавиатуру на место и откройте резинку снизу. Чтобы открыть резину, нужно сначала открутить все винты на пластине. Чтобы открыть резину, нужно сначала открутить все винты на пластине. Определите клавиатуру, которая не звучит, и начните ее открывать. Потом считаем и выявляем бесполезную кнопку и вскрываем резинку. Мы видим, что резина покрыта пылью, и именно поэтому она мешает контактам. Очищаем от пыли и грязи и обрабатываем резину черным карандашом, чтобы контакт хорошо проходил. Затем приклейте его на место. Установите пластину на место.
В процессе еще несколько кнопок на синтезаторе плохо работали, а некоторые вообще не работали, и мы хотели пересмотреть обе и определить причину и восстановить. Мы обнаружили, что некоторые кнопки вообще не существуют. Открываем коробку синтезатора и видим, что в ней много пыли. Затем чистим с помощью воздуходувка и щеткой. Мы обнаружили, что некоторые кнопки вообще не существуют. В процессе еще несколько кнопок на синтезаторе плохо работали, а некоторые вообще не работали, и мы хотели пересмотреть обе и определить причину и восстановить. На плате синтезатора открываем все пришедшие в негодность кнопки. Мы покажем вам, как заменить кнопки в следующем видео. Не забудьте поставить лайк. Спасибо за ваше внимание.